Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня 25 мая. Мы возвращаемся к вам с большой радостью. Сегодня я прокомментирую концерт вашей соотечественницы на комусе и на гитаре. Такая юная девочка, такая изюминка, такая сказочная, ну такая уже виртуозная, такой мастер, такая мудренькая. И я жду с нетерпением встречи с ней у нас в Москве на Рязанском проспекте, дом 7, в ресторане «Каприз». Все, что я увижу и услышу, я обязательно вам прокомментирую. И как всегда, Иринушка-солнышко приготовила для нее маленький сюрприз, который вы увидите после интервью. Ее зовут Нураим Акылбекова. Я очень рада, что она по имени схожа с именем моей подруги, которыми я очень дрожу. Вот, до встречи, и уже продолжим нашу встречу в ресторане. Саламатсыздар, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер үчүн Сыймык Бейшекеева өзүнүн Жагызымсың аттуу чыгармасын аткарып берейин. Сергитип сезимдин канаттарын, сүйчүбүз алия дарактарын, сагынып Дорогие подписчики, вот мы и находимся в ресторане «Каприз». На самом деле это киргизский ресторан в Москве. Это так здорово, украшенный национальными узорами. У них даже приготовлен банкетный стол для того, чтобы отмечать свадьбы. Если бы я выходила замуж, я бы с удовольствием сюда пришла. Настолько нежно, настолько продуманно. Очень красивые хрустальные люстры. Посмотрите, какие полотна на столе, какая резьба. Все белоснежное. Просто душа радуется вот этой чистоте помыслов, нашей дружбе международными. Вот, играет национальная музыка. Посмотрите, вот мне нравятся и кисточки на панно, и все узоры, и ваши юрты, и ваш символ, знак на юрте, вот это окно. А посмотрите, какое плетение подушечек. Все настолько продумано, потому что, когда я была у вас, я сидела на полу. Мне было комфортно, уютно, и я даже не думала, что зачем нужны стулья. Это правильно. Вот. И все, что вы вот это сохранили, все, что вы передаете из поколения в поколение, это просто вот завораживает. И вот в этом зале все вот эти вот узоры, они вот круглые, а круг – это любовь. Любовь в семье, любовь в народе. И вообще просто мне настолько вот нравится позитив людей, они все улыбаются, они все красивые. Когда человек светится, то есть он не может сделать что-то такого вот плохого. То, что сейчас происходит с Украиной, больно об этом говорить. То, что мы перенесли ковид 2 года и не могли выходить на связь, трудно было встречаться. Я всем, и нашему народу, и вашему народу, всем людям на земле желаю здоровья, желаю добра. И выходить вот так душой, отдыхать, как мы пришли сегодня на концерт, в этот красивый, уютный ресторанчик. Вот. Сейчас я что-то национальное обязательно попробую. Потом послушаю выступление. Это фантастическая девочка. Я уже провела интервью. Вот. Очень скромная, очень нежная. Я за вот такое воспитание. Я за такое воспитание детей в семье. Девочка 11-классница, но она все понимала, что я говорила, правильно реагировала, не перебивала. Родители у нее замечательные, милые. Побольше таких семей, вот, добрых, открытых, и которые растят детей для того, чтобы их таланты развивать. А девочка и поет, и любит поэзию, как и я. И она занимается баскетболом в школе.
занимает призовые места. Кстати, поет она самоучка. Это меня вообще покорило. Когда ребенок находит в себе этот талант и сам обучается без помощи учителей, а просто по зову души, это феерично. Я всем желаю найти в себе такой же талант. Возьмите на заметку. Продать, купить, найти, обменять или отдать бесплатно – это просто. Ведь есть oymok.ru – сервис объявлений кыргызстанцев в России. Разместите больше бесплатных объявлений на сайте без регистрации. Поиск и добавление ваших товаров и услуг действует по всей России. oymok.ru – сервис объявлений кыргызстанцев в России. Умар прилетел в Москву и искал себе работу. На oymok.ru нашел вакансию повара. Теперь он работает в итальянском ресторане. Жасмина открыла свой бутик модной одежды. На oymok.ru она разместила свою компанию и ассортимент товара, и у нее выросли продажи в несколько раз. oymok.ru – сервис объявлений кыргызстанцев в России. Приложение oymok.ru в вашем телефоне – это удобно. Загрузите на Google Play по запросу oymok.ru. Искусством игры на комузе. И я просто вообще вот выискиваю эти композиции, сижу, наслаждаюсь. Я не знаю, меня как-то это вот заводит. Когда увидела вас такую юную, такую нежную, я просто вот восхитилась и удивилась. Скажите мне маленький секрет. Вы как давно начали заниматься на этом инструменте? С 1 класса. С 1 класса. Это как бы музыкальная школа? Нет, она самоучка. Просто самоучка, Да, то есть да, от природы. Да. Мама, низкий поклон, что от природы вы одарили девочку вот даром это самое. Нурочка, можно так тебя буду называть? Скажи мне, пожалуйста, вот ты начала играть, ты просто повторяла чьи-то композиции, тебе что-то было близко, дорого сердцу? Просто вся музыкальная семья, то есть это уже, да, это уже традиция. Я говорю, я восхищена вашей красотой, вашими нарядами, вашими узорами. Вот. А игрой я вообще люблю без слов. И вот комус, он как раз просто вот сама виртуозность игры показывает ваши. Еще такой вопрос. А кроме музыки, какое еще у тебя вот хобби? Она у нас очень хорошо рассказывает стихи. Декламирует стихи? Да, очень хорошо. Это очень параллельно со звуком. Это здорово. А как ты относишься к спорту, к здоровому образу жизни? Она у нас играет в баскетбол. В школе очень В баскетбол? Да, баскетбол. Я повыше тебя ростом. Я тоже играю в баскетбол, но больше в любовь. Папа Молодец. тоже играет в баскетбол. У них семейка как бы спортивная и музыкальная. Спортивная и музыкальная. Это счастье. Я тоже профессиональная спортсменка. Ни на каких музыкальных инструментах не играю, но хорошо пою. Скажи мне, а в каких-то конкурсах ты уже участвовала? То есть была победителем конкурса? Да, она у нас третье место. 3-е место уже заняла. Умничка. Я желаю тебе дальнейших творческих успехов, чтобы ты стала ведущей певицей своей страны. Я вот просто очень желаю, потому что через несколько лет мы встретимся. Сейчас я тебя просто приглашаю в гости. Я живу в районе парка Кусково. Тебе вообще вот Москва понравилась? Самые красивые места у нас – это ВДНХ на севере и вот парк Кусково, старинная усадьба 19 века. Там очень красивые павильоны. Если будет время, если ты со школы, я знаю, 11-классница, если ты со школы как-то совместишь, я с удовольствием проведу тебе экскурсию по нашему парку. Приеду за тобой на машине, покатаемся. Договорились? Оставлю свои координаты. Ну, перед твоим выступлением я не буду тебя сильно отвлекать и нагружать. Просто хочу маленький подарок от меня. Мой логотип Ирина Солнышко. Я думаю, что тебе это очень подойдет. И там есть как раз это самое Ирина Солнышко, ты меня не забудешь. Солнышко, потому что все люди, которые одаренные чем-то, музыкой, поэзией, неважно, даже спортсменки, они все солнечные, они несут такое тепло, мир, дружбу. Можно я тебя обниму? Ты моя дорогая. Вот и все. Дорогие мои подписчики, на этом интервью заканчивается и переходим к концерту. А Нурочка должна приготовиться, и я обязательно что-то,
запишу, а может быть и весь концерт, если вы мне позволите. Bolşanlar olsun gelikler. Я вас покидаю уже, потому что завтра работа, не обижайтесь. Но я все равно увижу вас концерт, он записывается. Хорошо, вы молодец. Не на русском так чисто. Дальше продолжайте свое творчество, я буду следить за ним. До встречи. Все, дорогие подписчики, и в завершении нашей маленькой программки, нашего нового выпуска после такого перерыва вы можете поделиться с друзьями, рассказать им, и я буду счастлива, и подписаться на мой канал. Буду очень счастлива и расскажу вам много интересных историй из жизни ваших сограждан у нас в Москве, в России. Ирина Солнышко, до встречи! Дорогие подписчики, вот и закончился концерт Нурочки, как можно назвать ее по-русски. Очень милое создание. Что ожидала, то и получила. Голос у нее как эхо в горах. Она поет внутренним гортанным голосом так звонко. Она исполнила хиты ваших известных исполнителей. Она чудесно играет на гитаре. И милая девочка, у нее большое будущее. Спасибо ее родителям за такое выступление. А еще я поняла один момент. Очень дружелюбный народ, очень улыбающийся народ. И так хорошо проводят вечера вместе. Вкусный чай, вкусный хлеб. И весело на душе. Я желаю всем так проводить свой отдых
и радоваться жизни, вместо того, чтобы грустить от каких-то неприятностей, которые с нами могут произойти. Я за дружбу, за мир, за любовь и, главное, за большую семью наших народов – киргизов и россиян. Ирина, солнышко, люблю вас. Пишите, передавайте из уст в уста то, что я вам рассказала. Спасибо. До свидания, до новых встреч и с новым моим рецептом. Все, тогда мы просто услышим и просто все запишем. Здесь сюжет, ладно? Пусть человек приготовится. Я очень рада нашей встрече. И я, правда, не отказываюсь. Я сейчас передам Назире телефончик. Хорошо? И обязательно погуляем по Кусковскому парку.